Здравствуйте. Доброе утро. Мы рады вас приветствовать. Светлана Звонарева. Влад Портнов. Сегодня 30 апреля, четверг. В праздничном календаре много дат. Это Международный день джаза, Международный день свечника и День пожарной охраны. Ну а в нашей программе вы сегодня узнаете следующее. Улицы памяти. Узнаем историю улицы Алтынова. Время для кулинарных экспериментов. Приготовьте роллы дома. Ну что, продолжаем жить в режиме самоизоляции. Это ответственный период для всех нас. И, конечно, при выходе из дома в магазин или аптеку следует соблюдать все необходимые меры безопасности. И честно выполнять предписанные Роспотребнадзором инструкции. Кстати, сегодня еще и день честности. Давайте честно посидим дома, чтобы защитить себя и своих близких. Ведь от нашей самодисциплины зависит жизнь наших бабушек и дедушек, многие из которых прошли непростые военные годы. Об одном из участников Великой Отечественной войны пойдет сегодня речь. Смотрим и защищаем всех наших дорогих ветеранов. Наш герой живет в Рыбно-Слободском районе республики в деревне Аколуток-Янгасала. Ветеран Великой Отечественной войны Назмуддин Хамидуллин в эти дни вспоминает самые трогательные моменты жизни. Приятные и в то же время грустные. Трудное детство и разлука с родными, длившиеся 9 лет. Именно столько забрала у него война. От воспоминаний даже сейчас на глазах наворачиваются слезы. Когда я уходил на войну, мне еще не было и 17 лет. Это было 30 ноября 1944 года. Отсюда поехали в Кукмар на лошадях. От Кукмара до Казани ехали на поезде стоя. Всего 14 парней. В Казани нас уже стало 150 человек. Погрузили в товарный вагон и отправили на одну из станций Саратовской области для обучения. Вот так в полном расцвете сил в период юношеского становления, обучившись всего несколько месяцев на курсе молодого бойца, он бросился на передовую, чтобы защитить родину. Сражался у Брянска, принимал участие в освобождении города Калачев. Это маленький городок. Жили в землянках, здания были разрушены бомбежками. Известие об окончании войны он услышал в 6 утра по радио в городе Балашов Саратовской области. Но сразу поехать домой не получилось. Началась военная служба радистом-связистом на аэродроме Саратова. Только получив звание сержанта в 1953 году, смог он вернуться в родной дом. Проработав 45 лет на производстве, Назмуддин Хамидуллин заслужил уважение односельчан и родных. Стал примером для 3 своих сыновей. Он был очень добрым по отношению к нам. Жил ради нас, помогал во время учебы и по жизни. Я очень рано овдовела. Папа помог растить наших с ныне покойным мужем детей. С мамой они прожили 60 лет. В деревне были примерной семьей. Сейчас у него 6 внуков, 5 правнуков. Он умелый, хваткий человек, добросовестно жил и работал. Несмотря на то, что жена умерла несколько лет назад, он продолжает жить в своем доме. Дети приезжают к нему, справляются о здоровье. Зимой даже снег чистит сам, хотя школа, сельсовет всегда ему готовы помочь. Назмуддина Абы очень ценят и в Высокогорском сельском поселении, потому что сейчас на 4 деревни он единственная живая легенда, гордо носящая имя ветерана Великой Отечественной войны. Слава Аллаху, сегодня живу в своем доме. Один. Дети приезжают убираться, готовят еду. Приходит медсестра, завклубом справляется о здоровье. Лишь бы войны не было. Что еще нужно пожилому человеку? После каждого намаза он просит лишь об одном. Было бы мирное небо над головой, не было бы войн, и чтобы нынешнее поколение не видело бы ужасов тех страшных лет. А мы напоминаем, что наш телеканал проводит большой проект «Письма героям». Напишите письмо своему погибшему на той войне предку.
деду, прадеду, любому родственнику. Расскажите, как сложилась ваша жизнь, как вы благодарны за его ратный труд, как мы бережно храним память о каждом, кто приблизил победу в Великой Отечественной войне. Письма принимаются в любом виде. Вы можете прислать их на адрес телевидения, индекс 42-0095, Казань, улица Шамиля Усманова, дом 9, с пометкой к 75-летию Победы, или по электронной почте 9mail@tnvtv.ru. Пишите нам. Ну а мы продолжаем зачитывать пришедшие в редакцию письма, и в студии уже появилась Лилия Аламова. В этом году мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И на ТНВ идет большой проект «Письма героям». Мы предложили вам, уважаемые телезрители, написать письмо своему погибшему на той войне предку, деду, прадеду, любому родственнику. Мне нужно было рассказать, как идет ваша жизнь. Почему вы благодарны тому, кто отдал свою жизнь за будущее поколение в далекие 40-е? Мы хотели, чтобы вы рассказали, что память о каждом, кто приблизил победу в Великой Отечественной войне, жива, и что вы обязательно расскажете о Великой Победе своим детям. И вы нам пишете. Письма идут из больших городов и маленьких сел Татарстана и России. Пишут взрослые и дети. И вот одно из писем. Пишет Галия Сахапова из Сармановского района. «Здравствуй, дедушка. Из 21 века пишет тебе единственная дочь твоей дочери Назиры. Я хотела бы передать тебе огромный привет от всех нас, твоих близких. Но из 4 твоих детей в живых осталась только Миннура, которая родилась в 1942 году. Ей в этом году исполняется 78 лет. Мама рассказывала мне, что перед тем, как уйти на фронт, ты посадил ее на колени и ласково сказал: «Эх, доченька, как тяжело с тобой расставаться. За ребят я не беспокоюсь, уверен, что с трудностями они справятся. А вот как сложится твоя судьба? Знаешь, дедушка, она тебя всю жизнь ждала. Жила надеждой о скорой встрече. Я знаю, что ты был пулеметчиком, участвовал в битве за Сталинград. А в 1943 году пришло известие, что ты пропал без вести. Где ты, дедушка? Где искать тебя? Дедушка, мы благодарны тебе. Ты защищал Родину и спас своих детей от фашистского рабства. Ты герой. Мы гордимся и любим тебя». Напишите свое письмо герою и вы. Письма принимаются в любом виде. Вы можете прислать их на адрес телевидения, индекс 420-095, Казань, улица Шамиля Усманова, дом 9, с пометкой к 75-летию Победы, или по электронной почте 9mail@tnvtv.ru. Ну а мы продолжаем знакомиться с историей Татарстана и узнаем, что происходило 30 апреля в нашей республике в прошлом. Сегодня 30 апреля, и в этот день, в 1896 году, возле дома Юшкова на Николаевской площади, сейчас это район улицы Театральная и Ленинского садика, установили первую в городе круглую вращающуюся рекламную тумбу. Место было избрано не случайно. Дворянин Юшков был любитель и знаток театра и зрелищ вообще. В этот день, в 1917 году, в Министерство внутренних дел России поступила телеграмма комиссара Временного правительства Молоствова о волнениях крестьян Лаишевского, Спасского и Свияжского уездов. 30 апреля 1918 года по решению Казанского горисполкома Ивановская площадь возле Кремля была переименована в площадь 1 мая. Название выбрано не случайно. В годы революции с 1905 по 1907 годы и в 1917 году она была местом массовых митингов. В этом же, в 1918 году, была снесена военная церковь Спаса нерукотворного образа, которая размещалась у Спасской башни, и памятник царю Александру II, стоявший здесь с 1895 года. Через 2 года на его месте был установлен монумент труда, или освобожденный труд. Затем памятник Ленину, который позднее перенесли на площадь Свободы. Несколько лет на площади 1 мая простоял памятник Сталину. А в 1966 году здесь соорудили монументальный комплекс-мемориал в честь поэта-героя Мусы Джалиля и барельеф героям татарского сопротивления в немецко-фашистском плену. Такой мы привыкли видеть эту площадь.
30 апреля 2003 года в исполнении указа президента Республики Татарстан создано агентство по массовой коммуникации «Татмедиа» с целью формирования и реализации республиканских целевых программ в сфере массовой коммуникации. И снова здравствуйте. Ну что, начинаем, как обычно, с гороскопа для первых 6 знаков зодиака. Итак, овны, сейчас не следует ожидать крупных денежных поступлений, однако возможно поступление небольшой премии, которая позволит продержаться до зарплаты. Движение наполняет каждый день смыслом, новыми эмоциями и возможностями. Не получается пока путешествовать, созвонитесь в выходные с приятелями. Тельцы, вы сможете поставить для себя высокие цели, подумать о покупке более комфортабельного жилья, машины. Отношения с избранником будут насыщенными в плане эмоциональной окраски. Повседневная рутина вам сейчас точно не угрожает. Пейте зеленый чай, свежевыжатые соки, ешьте фрукты в достаточном количестве и отдавайте предпочтение натуральным продуктам. Близнецы, сегодня у вас появится возможность научиться чему-то новому, повысить уровень квалификации. Постарайтесь создать себе имидж человека, уверенного в собственных силах. Не исключено, что ваш доход будет зависеть от того, как вы выглядите. Звезды советуют вам бережнее относиться к самолюбию близкого человека. Не допускайте резкой критики и необоснованных замечаний в его адрес. Раки, если у вас нет возможности регулярно навещать родителей, то постарайтесь хотя бы почаще им звонить. Семейная жизнь будет налаживаться, будет меньше спорных ситуаций и все вновь вернется в прежнее русло. Сегодня не следует приступать к диете, поскольку она окажется малоэффективной. Вам нужно научиться прислушиваться к потребностям своего организма. Львы, больше времени проводите в кругу семьи, дарите подарки, делайте сюрпризы. В отношениях с любимым человеком может наметиться временный разлад. Поводом для размолвки могут стать третьи лица, возможно, недоброжелатели, которые попытаются вас оклеветать. Если у вас нет проблем с сердцем, то вашему самочувствию ничего не угрожает. Девы, сегодня не самый лучший день для представителей вашего знака. Звезды советуют воздержаться от различных соблазнов, ведь из-за них потом могут ухудшиться отношения со второй половинкой и близкими друзьями. Постарайтесь воздержаться от лишнего общения, не занимайте денег, избегайте финансовых дел с друзьями, иначе дружбе конец. Да и денег не заработаете, собственно. Ну что ж, заканчивается апрель, который в России был объявлен нерабочим. Многие из нас дисциплинированно находились дома, а значит, выходили редко, ну и тратили меньше. Ну, кстати, этот опыт может стать хорошим мотивом научиться правильно вести свой семейный бюджет, в котором контроль и экономия никогда не помешают. Об этом следующий сюжет. Период вынужденной самоизоляции – это не повод испытывать стресс от того, что мы, возможно, потеряли доходы. Это повод научиться контролировать свой бюджет. Как этого добиться? Первое, что мы должны научиться делать в этот период, это считать наши доходы и расходы. И делать это правильно, и контролировать постоянно, сколько мы тратим в месяц. Для этого есть специальные программы, мобильные приложения, где можно действительно сделать этот процесс легким и быстрым. Такую табличку можно сделать, например, в Excel, если вам удобно. Причем в этом случае вы можете вот таким образом продукты, питание вне дома, сигареты, алкоголь, хозтовары, проезд, квартплата и так далее. Каждый пишет то направление, которое ему удобно, и детализировать можно также. Вот смотрите. Март. Пока еще работали. 1914 рублей ушло только на питание вне дома. Это всегда, когда с работы просто говорили, пойдем на перерывчик, выпьем кофе. И на кофе уходило по 100, по 150 рублей только на чашку вместе с каким-нибудь пирожком. Смотрим, что в апреле. 0. Таким образом, сэкономлено 1900 рублей. И на самом деле ничего такого не случилось без этого кофе. Также и другие расходы. Такой учет должен стать привычкой. Еще одна статья расходов, которую обычные люди просто не замечают фактически, это расходы на машину. А на самом деле вы удивитесь тогда, когда, если вы будете вот так вот вести учет, в конце месяца, сколько у вас уходит на машину. Каждый день вы тратите по 100, по 200 рублей, но на самом деле сумма, которая вырастает за месяц, она действительно большая. Давайте просто проверим, в принципе, как можно заменить поездку на работу, допустим, на машине, и сравним ее с поездкой на автобусе. Допустим, вы живете где-нибудь в районе разъезда Восстания. И каждый день ездите на работу, скажем, в центр.
площадь такая. Общее расстояние у нас 7 километров 700 метров. Расход 10 литров на 100 километров, пройденное расстояние 8, стоимость, допустим, 43. Соответственно, это расстояние у нас будет стоить 34 рубля. А на автобусе мы поедем за 30. На самом деле разница кажется небольшой, но и расстояние это небольшое. Например, в нашем городе, если вы едете, допустим, с авиастроительного района на Горке, то экономия поездки на общественном транспорте будет очевидной. Следующее – это квартплата. Тут мы можем видеть, что есть некоторые позиции, которые мы можем реально снизить. Это электроснабжение и водоснабжение. То есть то, где у нас есть счетчики. Фактически, на самом деле, мы можем даже посуду мыть или умываться так, чтобы вода у нас просто так вот не лилась. Вы умылись, соответственно, в это время, пока вы намыливаетесь, выключаете воду. Тарелку моете, вода выключена. Электроснабжение то же самое. Пожалуйста, когда уходите из комнаты, свет выключаете, а не оставляете. Работающий фоном телевизор или компьютер тоже оставлять не нужно. Это реально сэкономит, вы это увидите. О вредных привычках скажу кратко. Курение и алкоголь создают такую брешь в вашем семейном бюджете, что вы ахнете, увидев, сколько потратили на сигареты или спиртное в месяц. И еще задумайтесь, сколько вам придется потратить в будущем на лекарства, чтобы восстановить подорванное вредными привычками здоровье. Это лишь некоторые советы, которые могут вам помочь. Самое главное в этой ситуации проанализировать все свои расходы и доходы и не впадать в крайности. То есть не покупать что-то вот так вот спонтанно, просто вам захотелось, считают эксперты. Поэтому экономить это достаточно легко. Нужно только потренироваться. Ну и наша программа продолжается темой финансового планирования своих личных и семейных расходов. И с нами на связи юрист и эксперт в личных финансах Сирин Зарипов. Сирин, доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите, насколько важно контролировать свои доходы, расходы? Добрый день. Да, говоря о том, как выжить в кризис, у нас есть две непреложные истины. Первое – это сокращение расходов, второе – это, разумеется, увеличение доходов. Говоря про сокращение расходов, можно сказать, что обязательно нужно знать структуру наших расходов, на что мы тратим, да, из чего состоят наши расходы. И оставить из этого только то, что жизненно необходимо в данный, в текущий момент. Все, что может подождать, пусть подождет. Поэтому сохраняем деньги, сохраняем наличность и тратим только вот еда, может быть коммуналка, может быть там все, что очень-очень нужно сейчас. Как говорят, cash is the king, наличные это король, у кого деньги, тот сейчас и правит балом. Поэтому максимально сохраняем наши средства. Это первое. Второе, это думаем, как повысить наши доходы. Не факт, что у многих сейчас ждет снижение доходов, может быть сокращение на работе, может быть увольнение полностью, и это может существенно ударить по вашему бюджету. Поэтому самое время, учитывая, что большинство из нас сидят дома, самое время задуматься о новой профессии, в идеале онлайн-профессии, которая позволяет получать доходы, не выходя из дома, спокойно работая из дома. Поэтому посмотрите интернет, посмотрите, что сейчас актуальное, востребованное, SMM, интернет-реклама, там создание сайтов и прочее. Вариантов масса. Нужно только желание. Посмотрите, какие варианты сейчас могут быть, какие варианты для вас доступны. Исходя из этого, можно сейчас за короткое время освоить новую профессию и спокойно иметь дополнительную работу, дополнительный заработок. Но вот как быть с долгами, которые вот накопились у населения вот за этот месяц, проведенный дома, потому что доходов-то вот у них нет? Как раз сейчас необходимо максимально оптимизировать долговую нагрузку. Те, у кого есть долги или кредиты, или еще как-то, надо задуматься об оптимизации этих долгов. Либо передоговориться с тем, кому вы должны, либо там обратиться в банк за рефинансированием, за кредитными каникулами и прочее. Вовсе не стоит брать новые кредиты, новые заимствования. Это не самое лучшее время для долгов. Лучше как раз-таки максимально сокращать долговую нагрузку, максимально сокращать ваши текущие расходы. Те, у кого есть определенная заначка,
подушка безопасности хотя бы на 4-6 месяцев текущей жизни, у них все нормально, они спокойны, они знают, что у них все будет хорошо. Те, у кого ее нет, они, конечно, сейчас нервничают, и у них сейчас не очень все хорошо. Поэтому, друзья мои, создавайте подушку безопасности и держите ее на случай наступления черного дня, такого как сейчас. Если у вас еще не было ее, обязательно нужно ее создать. И по-хорошему ее диверсифицировать как минимум в 2, а то и в 3 валюты. На 1 месяц нужно держать в текущей валюте, в рубле, а все остальное можно перевести либо в американский доллар, либо доллар плюс евро, в разных соотношениях. И тем самым у вас будет такой вот защитный стабилизационный фонд на всякий случай на черный день, чтобы не случилось. Давайте подумаем о будущем, ведь рано или поздно период карантина, изоляции закончится, мы вроде как начнем возвращаться к привычному ритму. Какие есть финансовые, экономические советы, когда мы снова выйдем в открытый мир? И напоследок хочу пожелать, чтобы у каждого из вас был свой личный финансовый план, который вам будет позволять видеть, где, когда, какие суммы вам необходимы для достижения ваших финансовых целей. Этот план необходим на долгие годы вперед. В нем должно быть рассчитано, какие у вас финансовые цели, какой вам капитал необходим для достижения этих финансовых целей, какие инструменты вы будете использовать для этого, и, соответственно, сколько вам нужно ежемесячно откладывать, инвестировать для того, чтобы достичь этих финансовых целей. При этом этот же финансовый план должен учитывать вашу подушку безопасности, ваши текущие доходы, расходы, и все в нем должно быть расписано. Так что, друзья мои, удачи, берегите себя. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо за ценные советы. Ценные советы. В этот непростой период. И непростые советы к реализации тоже, но очень важные и правильные с точки зрения экономики отдельно взятой семьи. Кстати, мы должны не забывать еще во время самоизоляции, в рамках нашей семьи, о детях. Ведь столько времени мы с ними, возможно, мало когда проводили, за исключением времени отпуска. Да, им предстоит узнать от нас еще столько нового и интересного, но некоторые вещи они уже усвоили, а если нет, то самое время их научить, например, счету. В этом ролике вы узнаете, как научить ребенка складывать числа. Придумайте историю. Белочка принесла 3 розовых шарика и 2 зеленых. Сколько всего шариков в коробочке? В нашей памяти остаются не только исторические факты, но и люди, героические и самые простые. Именами некоторых называют улицы городов и поселений. В Казани есть улица Алтынова, но многие ли из нас знают, в честь кого она названа? Об этом мы узнаем из нашего следующего сюжета. Автопарк 6-летнего Данила еженедельно пополняется новыми машинками. Несмотря на это, самой любимой его игрушкой остается танк. С ним он играет один, или с братишкой, или даже с мамой. В процессе игры у мальчика появляется много вопросов, ответы на которые мама знает не всегда. Вот где пригодились бы знания и опыт тех, кто служил в танковых войсках, кто знаком с устройством танка не понаслышке. А почему он не двигается? До режима самоизоляции в танкистов мальчик играл в садике или на детской площадке, на которой сейчас тихо и пусто. По иронии судьбы, эта площадка расположена на улице Алтынова. Назвали ее так в честь героя Советского Союза Николая Николаевича Алтынова. Улица находится в поселке Залесный. Именно здесь, на машинно-тракторной станции, после окончания войны работал Николай Алтынов.
Казань – единственный город, где есть улица Алтынова, и все это легко объяснить. Николай Николаевич в Татарстане родился, отсюда ушел на фронт, сюда вернулся и здесь проработал до конца своих дней. Николая Николаевича не стало 23 года назад. Всю свою жизнь он связал с тяжелой техникой. В молодости работал трактористом. В годы Великой Отечественной войны на фронт его призвали механиком-водителем. Доверили управлять танком. И не ошиблись. Под управлением Алтынова танк проходил несколько сотен километров, без поломок и вынужденных остановок, уничтожая на своем пути боевую технику и живую силу врага. В январе 45-го его экипаж первым переправился по заминированному противником мосту. Ворвался в город Кжиш, где уничтожил готовый к отправке вражеский эшелон с боеприпасами. За эти и не только подвиги Николай Алтынов получил звезду Героя Советского Союза и много других наград. Он бы точно рассказал о том, что танк – это боевая бронемашина на гусеничном ходу с большой проходимостью, вооруженная пушками и пулеметами. Спасибо герою за то, что сегодня в войнушке дети играют понарошку, игрушками. Пока мы все еще сидим дома, у нас есть время заняться чем-то полезным, например, привести в порядок квартиру, одежду. Ну, конечно, мысли я бы еще добавила. И мысли тоже. Конечно, мы уже многое сделали в начале апреля, но грязь имеет свойство появляться из ниоткуда. И выходим на новую борьбу с загрязнениями. Что именно делать, советы из следующего сюжета. Сегодня мы решили рассказать, как очистить самые сложные и въевшиеся загрязнения на вашей кухне. Все они покорили нас простотой, а главное – результативностью. Важный момент – все операции выполняйте строго в перчатках, чтобы избежать повреждений кожи. Если дерматит все же случился, используйте сильнодействующие аптечные средства, пока дерматит на ранней стадии. Чтобы почистить ручки духовки от въевшегося жира, при этом не снимая их, потребуется всего лишь нашатырно-анисовые капли. Это проверенное средство, и оно убирает загрязнения даже в самых труднодоступных местах. Кнопки удобнее всего протирать ватными палочками, а саму панель – ватными дисками. Иногда стеклянные баночки от продуктов очень хочется использовать повторно для домашних заготовок или даже декора. Но этикетки невозможно отмыть никак и ничем. Если не помогают замачивания с различными чистящими средствами, самая агрессивная химия и металлические губки поможет аэрозоль ВД-40. Этот совет станет вашим любимым, когда вы увидите, с какой легкостью отходят остатки этикеток и клея. Очень часто решетка газовой плиты обрастает нагаром, который никак не поддается чистке. Знакомо? Тогда следующий рецепт для вас. Обычную соду немного разведите водой до состояния кашицы. Нанесите на решетку и оставьте на полчаса. По истечению этого времени почистите решетку щеткой или металлической губкой и хорошо промойте. Этот бюджетный вариант также хорош тем, что в отличие от большинства других средств, не имеет едкого запаха. Тостер – не очень приятный объект уборки, но мы знаем, как очистить его снаружи и внутри. В первом случае, чтобы избавиться от жира, используем режим отпаривания в утюге. Под действием пара все загрязнения удалятся даже без бытовой химии. А чтобы избавиться от полчища крошек, переверните тостер, вытряхните содержимое, а остальные крошки уберите с помощью жесткой строительной кисти. И еще один суперсовет прост да нельзя. Дверцу и стенки духовки можно отмыть, если ненадолго оставить на них смесь из стакана соды и 10 столовых ложек воды, уделяя особое внимание сильным загрязнениям, а после набрызгать сверху уксусом. Такая смесь отлично разъедает жир. Но учтите, чем более старые пятна, тем больше лучше выдержать смесь с содой. Этот же рецепт поможет отмыть жир от фасадов кухонной мебели. Это был топ-5 наших любимых советов по уборке на кухне. Обязательно попробуйте их в ближайшее время или даже в эту субботу. Хорошего настроения и отличного дня!
Ну, замечательный совет. Вот просто сегодня день у меня задался. День прошел уже с пользой. Столько всего интересного я узнала. Обязательно применю. Наконец-то мы узнали, зачем нужна сода, которая шла в комплекте с квартирой. Стоит. Думаю, ну куда ее? В оранжевой упаковке, да? Все понятно. В общем, берите на заметку, используйте эти советы, а мы переходим к обзору интересных новостей из России и всего мира, которые могут поднять настроение. Десятки клоунов стали помогать израильским больницам вместе с медицинским персоналом. Они подбадривают маленьких пациентов на фоне вспышки коронавируса. Клоуны общаются с маленькими пациентами, танцуют и играют с ними, а также показывают трюки. Клоунада – это серьезный бизнес. Это прекрасная форма искусства, где юмор, импровизация, творчество приходят к тому, чтобы собрать людей вместе, чтобы облегчить их мысли и изменить их эмоциональное состояние. Наш проект находится здесь, в Израиле, в 25 различных больницах. Наши клоуны ежедневно работают в отделении, так что они действительно становятся частью медицинского персонала. Клоуны больницы адаптировались к ситуации. Они кипятят свои костюмы, а также используют маски для лица, экспериментируя с мимикой и языком тела, продолжая оказывать пациентам эмоциональную поддержку. Мы знаем, что коронавирус – это эмоциональная ситуация. Люди боятся, они озадачены, они не знают, что произойдет. У них в жизни огромный вопросительный знак. Поэтому мы приходим для того, чтобы решать наши проблемы. Мы приходим, чтобы играть с нашими проблемами. И чтобы изменить то, что чувствуем по отношению к нашим проблемам. Пожарная бригада Сантьяго де лос Трейнта Кабальерос на севере Доминиканской республики придумала освежающий способ напомнить горожанам о необходимости соблюдения социального дистанцирования в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудник пожарной службы стоит на крыше машины и держит пожарный шланг, готовый в любой момент окатить нарушителей дистанции водой. Через громкоговорителей жители предупреждают о возможных последствиях несоблюдения дистанции. По словам начальника отдела пожарной службы провинции Сантьяго Алексиса Маската, подобные профилактические мероприятия осуществляются ежедневно, и объем работы зависит от поведения самих горожан. Некоторые жители Сантьяго позитивно восприняли инициативу. Это потрясающая идея. Проблема в том, что некоторые жители Доминиканы не воспринимают это всерьез. Это первый раз, когда подобная ситуация произошла в стране. Нам нужно адаптироваться и соблюдать правила. На этой неделе у нас хватает времени на приготовление вкусных и полезных блюд из самых простых продуктов. И сегодня готовим роллы. Девушки обожают суши, поэтому сегодня я научусь их готовить. Поэтому смотрите и запоминайте. Лиза, начинай. Это гораздо проще, чем кажется. Сегодня мы научимся готовить два ролла. Ролл Филадельфия и ролл с красной рыбой и авокадо. Нужно очень тщательно промыть рис под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. После этого оставить рис на 20 минут в холодной воде. Теперь сливаем воду, перекладываем рис в кастрюлю с толстым дном и заливаем водой. На 1 стакан риса нужно 1,5 стакана воды. Ставим кастрюлю на большой огонь и ждем, пока вода закипит. Когда закипит, убавляем на маленький огонь и варим до тех пор, пока вода не испарится. Пока варится рис, приготовим заправку. Лиза, что для этого нам понадобится? На 1 килограмм риса нам нужно 300 мл рисового уксуса, 100 граммов сахара и пол чайной ложки соли. Все смешиваем в кастрюльке, ставим на маленький огонь и помешиваем до растворения сахара. После того, как рис сварился, его нужно перемешать и оставить под крышкой на 15 минут. Теперь мы тонкой струйкой вливаем заправку, помешивая рис. Теперь нужно, чтобы рис полностью остыл при комнатной температуре. Пока рис остывает, займемся начинкой. Начинка готова. Приступим к скручиванию роллов. Кладем лист нори гладкой стороной вниз. Окунаем руки в емкость с рисовым уксусом и разбавленным водой. После этого набираем рис руками, выкладываем на лист и равномерно распределяем до середины листа.
На рис выкладываем начинку и начинаем скручивать ролл. Часть нори без риса отрезаем. Оставшуюся часть нори смачиваем водой. Оборачиваем циновку пищевой пленкой. Лист нори разрываем пополам. На пленку выкладываем слой риса и прикрепляем к нему лист нори нахлёстом в 2 см. Сверху выкладываем сыр и огурец. Плотно сворачиваем, слегка подтягивая циновку. Сверху выкладываем тонко нарезанную красную рыбу. Затем разрезаем ролл на 8 частей. Наши роллы готовы. Сегодня мы показали вам 2 простых техники приготовления роллов. Обязательно повторите это дома, тем более, что для этого есть прекрасный повод. Ой, как разыгрался аппетит. Красота, Как красота. я хочу роллы. Ладно, давай Ну что ж, давайте, отвлечемся. Да, дадим пищу для ума и продолжим программу очередными открытиями в мире слов. Мы знаем, что многие из них в русский пришли из тюркского, татарского языка. Например, слово не карантин, караван. Доброе утро, хайырлы эртэ. Мы снова находимся в Институте международных отношений КФУ и продолжаем изучать татарские слова, которые пришли в русский язык. Сегодня поговорим с филологом, преподавателем турецкого языка Энже Рашатовной Садыковой. Какое слово мы будем изучать сегодня, Энже Рашатовна? Для предоставления удобства в Древней Персии как правительством, так и добродетелями проезжающим путешественникам предоставлялись своего рода гостиницы того времени. Их называли караван-сараями. От персидского слова «карван». Слово это, как и само понятие, было взято с персов татарами, от персов татарами, и как от языка, который передавал, да, русские переняли это слово у татар. Изначально это слово означало караван верблюдов, и позже уже значение и само слово его модифицировалось немножко и обозначало именно людей, которые также занимались торговлей. Это были купцы, которые между большими крупными городами останавливались для ночлега, для отдыха, чтобы набраться сил. И это же выражение «собака лает, караван идет» означает то же самое. Вот, умнее мы стали, а теперь перейдем к красоте, к теме красоты. Узнаем, как выбрать мужской парфюм. Влад, полезно тебе будет, смотри. Разница между одеколоном, туалетной водой и духами заключается в концентрации эфирных масел. В одеколоне содержится всего от 3 до 5%, в туалетной воде от 7 до 10%, а духи включают в себя 20-30% эфирных масел. Как пользоваться парфюмом? Наносите его на более теплые участки тела, на запястье, обратную сторону локтя, ключицу, грудь, шею. Достаточно выбрать 1-2 участка. Если наносите духи на запястье, ни в коем случае не втирайте их в кожу. Так вы убьете запах. Достаточно легкого прикосновения одного запястья о другое. Помните об основных правилах. Не перебарщивайте. Не наносите туалетную воду или духи на одежду, ведь аромат раскрывается только на открытых участках тела. Советуйтесь с окружающими. Это поможет укрепить ваше решение при выборе парфюма. Ну что, давайте еще на серьезную тему поговорим немного, хотя парфюм тоже, в общем-то, не шутки, да? Ладно, к теме психологии возвращаемся. У нас гость. Продолжаем тему самоизоляции. Будем говорить о детях и родителях и о том, как уживаться вместе в режиме 24/7. У нас на связи психолог, психотерапевт Рамиль Гарифуллин. Доброе утро. Да, Рамиль, скажите, пожалуйста, вот это нормально вот злиться на своих детей? Ну, понятно, что если человек раздражен, это его проблема, это не проблема ребенка. Но иногда, если он имеет такого ребенка, который, ну, например,
повышенной активностью, гиперактивные дети, они утомляют. Такое бывает. В целом, эта реакция нормальная для человека, она всегда была. Эта раздражительность, она всегда была, не обязательно была связана с ребенком. Всегда ли нужно сдерживаться? Потому что одно дело просто злиться и ворчать, а другое дело, когда мы говорим о физическом воздействии каком-то. Если говорить о том, всегда ли нужно сдерживаться от физических воздействий, я прямо скажу, здесь важен эмоциональный контакт. Важно развить движение брови. Есть дети, которые никогда не получают тукмаков от своих родителей, но одна бровь мамы или папы, движение какое-то, взгляд, и ребенок понимает, что это нельзя. Достичь эмоционального контакта такого, чтобы либо ребенок любил родителей настолько, чтобы их не утомлял, чтобы он сопереживал за них, либо он знал, что этого нельзя делать, потому что будет реакция. И он знает, какая будет реакция. И поэтому важен здесь эмоциональный контакт. Я скажу прямо, есть физические такие воздействия, которые не воспринимаются детьми. У меня приходят многие родители, которые говорят, я, вроде бы и врезал ему, он улыбнулся и не отреагировал, и проблема не решена. Важно ведь не то, что ребенок получает что-то от родителя в виде какого-то физического воздействия. Важно то, с каким контекстом, с каким состоянием он это делает. И поэтому часто родители выражают свою реакцию и ничего не делают. Эта сама реакция иногда заставляет ребенка подумать в следующий раз, делать ли так. Важно искренне передать свое отношение к тому, что творит ребенок. Но если все-таки случилось, не сдержались, накричали на ребенка, если не знаю, не дай бог, шлепнули, как избавиться от чувства стыда родителям? Как справиться? На будущее просто надо уменьшить свои ожидания. Чувство вины – это чувство, связанное с тем, что человек ожидал чего-то от себя. Ожидал от себя, и эти желания не оправдались, эти ожидания не оправдались. Именно ожидания не оправдались. Отсюда возникает вина. Таким образом, не надо себя нагружать мощно какими-то ожиданиями от себя. Например, родитель уверен, что он способен сотворить нечто. У него хватит таланта помогать ребенку развивать. А в результате, оказывается, нет сил, нет способностей, нет навыков. И в глубине своей родитель понимает, что не тянет, не решает те задачи, которые поставил. Отсюда возникает вина. А то, что возникает вина после того, как совершен агрессивный акт в отношении ребенка, и родитель часто теряет настроение после этого. Понятно. Оно и понятно. По сути своей произошло малодушие. Произошел некий бездарный способ решения проблем. Человек понимает, что он бездарно капитулировал перед ребенком в глубине своей. Поэтому каким-то образом надо подтягивать свою эрудицию. Давайте вместе подтягиваться. Учиться этому, читать, и наша реакция будет более правильной. Спасибо. Спасибо, за такие полезные советы, Влад. Тебе на будущее тоже советую. Учись хмурить брови. Я стараюсь. Тренируйся на кошках. И самое главное, нужно помнить, что насилие – это зло. Кто не сдержался, не надо кричать на ребенка. Заведите себе я не знаю, кошек тоже жалко, собачек тоже, рыбок. Они все равно ничего не слышат. Кричите, отрывайтесь. В общем, мы надеемся, что правильно... лучше, конечно, держать себя все равно, сдерживаться. И понимать, что даже маленький, это человек. И вам с ним еще жить, до 12 апреля как минимум неотрывно. И вне зависимости от того, кто он по гороскопу. 12 мая. Кто он по гороскопу, что нам еще звезды обещают. Узнаем сейчас. Весы, супружеские пары должны постараться разрешить все накопившиеся проблемы, иначе придется тратить время на выяснение отношений, а не на отдых. Вечерние часы старайтесь меньше сидеть за компьютером, сократите время, проводимое перед экраном телевизора. Скорпионы, вы не будете испытывать недостатков в позитивных эмоциях, их вам подарит
любимый человек. Если вы еще не нашли себе пару, то не отчаивайтесь, скоро это произойдет. Период гармонии не будет омрачен бытовыми или финансовыми проблемами. В целом ситуация в материальном плане остается стабильной. Ну что немаловажно. Стрельцы, любимый человек будет на вас обижаться, постарайтесь мягко разобраться, в чем причина. Может, вы мало внимания уделяете своей второй половинке. Не забудьте оплатить все счета, их уже довольно много скопилось в известном вам месте. Велика опасность травматизма и конфликтов. Держимся, держимся, рыбки. Помним, есть рыбки для этого. Я еще подумал, не обвинит ли нас потом Greenpeace в том, что мы проявляем агрессию по отношению к рыбкам. Козероги. Ваш характер не терпит скуки и бездействия. Подумайте, чем бы вы могли себя занять. Может быть, это какое-то новое развлечение, хобби. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой. Вероятно, что кто-то из вас двоих примет окончательное решение о расставании. Водолеи, не увольняйтесь, если у вас нет достаточной финансовой подушки безопасности. Сначала найдите новое место. Сейчас, чтобы наполниться новой энергией, лучше всего побыть с семьей. Сегодня у вас будет подавленное настроение. Чтобы не впасть в депрессию, займитесь каким-либо делом. Работа неплохо отвлекает от плохих мыслей. Ну или, как мы выяснили в начале программы, обучение новой профессии тоже хорошая идея. Рыбы, семейные представители этого знака, которые имеют детей подросткового возраста, порой вам бывает сложно найти общий язык с подрастающим поколением. Попытайтесь найти хотя бы точки соприкосновения, общие интересы. Не тратить деньги впустую, тогда в скором времени у вас получится осуществить свою мечту. Приближается 9 мая. Наш телеканал приглашает вас принять участие в проекте, посвященном этой великой победе. В непростое время, когда массовые акции перенесены, почтить подвиг наших предков пока виртуально в формате онлайн можно при помощи акции «Бессмертный полк». Опубликуйте в своем аккаунте Instagram фото вашего деда, прадеда, родственника, который участвовал в войне, с пометкой ТВ, ТНВ, и поставьте хэштег «Бессмертный полк ТНВ». Важно, ваш аккаунт должен быть открытым. Отправить фотографию также можно по электронной почте 9mail@tnvtv.ru. Нужно написать краткую информацию о том, кто изображен на фото, имя, фамилия, годы рождения и смерти, где служил солдат, если это известно. Фотографии принимаются до 5 мая и будут показаны в майские праздники и 9 мая на ТНВ. Давайте сейчас узнаем о том, что мы приготовили для вас на завтра, пятницу, на минуточку, 1 мая. Скажут без слов, как читать человека по его жестам. Сидим дома. Обзор фильмов на вечер пятницы. Это и многое другое завтра в нашей программе. Светлана Звонарева. Влад Портнов были этим утром, последним нашим телевизионным утром, последний день апреля, я бы сказала. Ну что ж, начинается май. Нет, сложно это сформулировать. исключительно сюда. Начинается май, так что давайте встретим его в хорошем настроении. Мы вам в этом поможем. Мы будем вместе встречать этот день. Оставайтесь дома, мы будем с вами. Берегите себя. Пока-пока. Пока-пока.